Дороги, конечно, тут капец. Ну и движуха, сами видите, одна сплошная пробка. Надо еще через один мост переехать, потом еще где-то там покружить. По местному 8:17. Ну, в принципе, да, как раз к 9, наверное, доеду, чувствую. Вот. Улан-Удэ, в принципе, красивенько все. Зелень тут сплошная. Нормально. Только главное сейчас доехать и купить то, что нужно. А там уже, как говорится, трава не расти. Еще один интересный момент. Знаки 60, 50 там по объездной. Местные же фигачат. Меня там фура притирала, блин. Короче, увидел там, что можно на обочину съехать, пропустил ее, ну потому что ну нереально. Ну знак 60 стоит, камера, а он им фигачит, блин. У меня этот самый антирадар надрывается от этой камеры. Один хрен они фигачат, не знаю. Что-то может им штрафы местным не приходят или еще как. В общем, как-то совсем не айс в городе ездить. У них тут свои какие-то правила. Тут такие вот эти самые башни стоят, ну, небоскребы, но тем не менее. Вот стоим, ждем стрелочку. Сейчас стрелочка загорится, там такой вот памятник за этим вилфайером. Какой-то мужик на коне и с птичкой, и с луком. Эльф, наверное. Трамваи ездят. Есть. Нормально. Нормальный город. Я все время еду направо. Такое ощущение, что кругами ездил. Нет, вроде сейчас вот выехал туда, куда надо. Так, мне здесь надо аккуратненько. Вот так вот. Как они здесь ездят, а? Мне манипуляторы гоняют. Вон, да, все какие-то эти самые рекламы яркие, не яркие. Все работает, все движется. Сейчас будет. Сейчас мы повеляем, и надо будет как-то умудриться ехать на мост. С какой полосы это делать, я не знаю. Но подозреваю, что надо делать с левой полосы. Левый же поворот будет. Ну, мне же как бы налево надо будет. Я и думаю, что мне с левой полосы будет удобно это делать. Я еще здесь светофоры подгадываю, смотрите. О, какие кошки на этом самом, на мосту. Ух. Вон там река. Это, по-моему, Иволга. Или это Селинга. Может Селинга, может Иволга. Я забыл посмотреть. Так, вот вроде как второй мост, тоже интересный объект. Вот это вот у нас река Иволга. Перед этим была, видите, смотрите, это с оленятами. Будет что-нибудь видно? Да, это уже Иволга, а была Селинга. Две реки в городе. Круто же, круто. Заправка в Улан-Удэ, которая по объездной, она до сих пор работает, называется Газуэл. Точно так же неудобно на нее заезжать, в том плане, что она находится за развязкой. Вот она, короче говоря, газозаправочная станция. Где стояла, там и стоит. Вот такие вот тут пешеходные переходы через дорогу, чтобы люди не мучились, не перебегали, там, не ломали себе ноги, руки, автомобили. Диапазон Кей. Квас, ребята, это квас. Надо эту херню снять. Внедряем новую запасную запчасть. Новую старую запчасть. Блять, смотри, как ставится. На ней даже вон ценник есть. 0 рублей. Но зато написано генератор. Главное, чтобы все. А, надо же еще аккумулятор, наверное, снести. Да, ну фиг знает. Ладно, пойду снимать. Ну все, вторая машина у нас завелась, работает. Все у Чугейна. Только вот у Максима Михайловича лишние запчасти организовались. Как он говорит, оно сломалось. Мы проехали Улан-Удэ и въехали, я не помню во что. Какой-то город. Вот, это мы уже, в принципе, на левом берегу Селинги находимся. Ултукский тракт. Вот, и едем в сторону Иркутска. До Иркутска 450 километров осталось. Совсем ни о чем. Сейчас будет пост ГАИ, весовой контроль, халям-балям.
Сотникова было, да? Сотникова, и уже выехали на Курский тракт. Дорога, которая ведет вдоль Байкала. Тут такая красота. Селинга протекает, с другой стороны железка. Скоро будет мост, поезд переедет. Впереди камеры на разметку. На разметку, спасибо. По той стороне, короче говоря, реки идет железка. Все в Черемухе. Все в Черемухе. Вообще. Тут, наверное, запахи стоят. Вот тут какие-то другие деревья. Такие разлапистые, если так можно сказать. А вот смотрите-ка, селенга-то все-таки повыходила из берегов. Потому что тут вода стоит. Всегда интересно, особенно нам, жителям Якутии, смотреть на поезда. Потому что у нас этого нету. Виды просто обалдеть. Красиво. Черемуха, горы, дорога. Вот тут местные гуляют. Какие-то волшебные корешки собирают явно. Смотрите, сколько черемухи. Да, трава. Сколько черемухи. Офигеть, обалдеть. Тоже она не прозрачная река. Вот она. Такая, ну видно, что течение хорошее. Тоже рыжая, как у нас. Вот скоро она закончится, впадет в Байкал. Что все, это конец пути. Горы, 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 как будто в тупик. Ручей гремячий. А на самом деле дорога сейчас пойдет. Это только начало. Да, на самом деле он как раз поезд по этой самой по мосту фигачит. Да, в прошлый раз мы ездили, этой дороги практически не было, ее перекладывали, как сказать. Тут была пылища, гравийка, а сейчас вот уже все, ее шире сделали, расширили. В общем, сейчас удобно, комфортно ехать. Будет в лес, а если можно заметить, то железка идет прям вдоль берега, вдоль вообще прям самый берег под скалой. А мы сейчас поедем уже в лес на серпантине. Повороты, повороты, повороты. Так вот раз, конец 40, все, можно побыстрее. Спуски, подъемы, серпантины. В принципе, здесь даже они посерьезнее, чем Здесь сейчас тоже крутые. байкальские. А? О, мы опять к реке. Да, это, по-моему, вот, самый первый. Потом сейчас прямая будет, кажется, вдоль реки. Впереди камеры на разметку. Да, вот мы спускаемся опять к речке. Там просто проезда не было. Там только место для железки сделали, а для дороги вот так вот по горам. Уши закладывает капитально. Что можно сказать по дороге? Знаков очень мало, неинформативные. Везде стоят камеры, вот просто везде стоят камеры. И очень сложно ориентироваться поэтому. То есть, допустим, въезжаем в населенный пункт, допустим, въехали, стоит знак, допустим, какая-нибудь там Березовка. Въехали, все, выезжаем, населенный пункт закончился, а таблички, что населенный пункт закончился, нету. Как ориентироваться, вообще непонятно. И местным плевать совершенно на все эти разделительные полосы, двойные, не двойные, сплошные, не сплошные. Просто надо обогнать. Он поехал, обогнал, вот сейчас у нас раз, что-то Kia поехал, обогнал, и быстрее надо. Здесь нормально все, едем себе потихонечку, камеры стоят время от времени, знаки здесь расставлены нормально, понятно, нету, скажем так, знаков двоякого толкования, то ли так, то ли так ехать. Сильного трафика нету, в целом
машины-то, в принципе, за облаками. Где-то вот... Или это старое, это же мы по новой уже дороге едем. И старая или была такой спуск, и прям в такую сопку упирается. Опять же Байкал. Сейчас вот у него берегов не видно. Нет, видно. Видно хорошо. Красавица Байкал. Как Байкал батюшка, да? Дедушка. Дедушка? Дедушка. Ну, круто, круто. Батюшка. Ну, не знаю как. По-моему, батюшка. Вот смотровая площадка есть. Но я туда не хочу, потому что тут ветрено. Вот там вот тут практически не видно. Там еле-еле так рассматриваются очертания гор. А вот ближний берег, его видно. Прям вот его архитектура была видно вообще. Сейчас немножко так. Вот, остановились мы опять в этой кафешке. А я вижу озеро вот там. Вера, Это у меня. такое грязное. Тут раз здесь тоже. Она же тут все облизывала. Ага, и здесь получается же против. Да, кстати, вот такая же фотография будет вторая спустя 3 года. Ну, все равно классно. Привет, скажи. Здравствуйте, что надо? Ну-ка, Кира, у тебя еще не доедена твоя еда. Я не хочу уже. Ну, Значит, мороженого не будет. бери вот эту, ну, чтобы она ела. Вообще, А возьми лапку. ковку? А ковку поесть? Вот ты морковку не ешь, ты вообще не вырастешь. Да, морковка это самое нет, интересное. на ложку. Ложку ешь. Не окунай ты на Узики. рукав. Классная, короче, кафешка. Сюда придется музыку вставить. Давай рассказывай, что еще делал с ней. Ой, вода-то какая голубая, а. Ой. Льда нету пока. Это уже хорошо. Главное сохранить семейные ценности. Это не я сказал, это у нас в Конституции так написано. Вроде. Так что и ты давай тоже перезагружайся. Жуки? Жуки? Я вот из банана. Вот отсюда самая красивая точка. Там внизу Култук, там, по-моему, Слюдянка, где-то там Байкальск. И везде на фоне всего этого вот такие вот снежные шапки на горах. Да, такого Байкала я еще не видел. Вот мы выехали на трассу, которая ведет уже в Красноярск. Иркутский район. Да, еще обход города. Это объездная города Иркутска. По-моему, какая-то западная, да, или южная. Вот. Время у нас якутское 10 часов 17 минут, местное, скорее всего, 8 часов 17 минут. Тоже пейзаж
использовали как-то до своих лет даже. Ну, еще поедем какое-то время, пока не Ваша дочь устанем. мне шантажирует. А потом будем искать Если я не мотель. помогу, она... Останавливались поужинать. Вот такая вот гостиница, отель и закусочная. Маяк называется. Вот так вот все это дело выглядит. Внутри просто шикарно. Ну, не так, чтобы шикарно там, а просто чистенько, все свеженько. И самое главное, да, еда вкусная. Вот, короче говоря, кафе, гостиница, душ, стоянка. Рядом автозаправочная станция Русойл. Рекомендуем. А вот на каком километре она находится, я не знаю. Ну вот, сегодняшний день подходит к концу. Не сказать, что сегодня много километров проехали, зато мы много посмотрели. Начали поздно, пока машину отремонтировали, пока запчасти купили, пока съездили до этой машины, пока двинулись, пока там дорога плохая была, очень много приключений. В общем, едем, как говорится, на закат. Да вы чего? Да вы реально поверили? Поселок Туман. Блин, Скорость 60. тебя ждет. Усолье Сибирское. Что-то я не понял. Вроде Туман, это Туман табличка была или деревня Туман? Обратно закатай. Вот, въехали в Усолье Сибирское. Не, если хотите, пусть все видят, как вы первый день в интернете провели. Такой Ладно. городок нормальный. Убери только эту балду побыстрее, а то сейчас народ на летучку пойдет. Светятся, которые фонарики. Да. Нет, вот это. Тут много чего светится. Это знаки. Да, знаки. Это вот эти знаки. Знаки, да. Это пешеходный переход. А это светится? Да, светится, чтобы в темноте лучше видно было, внимание привлекают. Да, тут я знаю, я уже посмотрел, тут получается никак не проедешь, потому что мы упремся в поворот. Мама. Анатолий, вообще-то мы не пьем дома. У нас это не принято. И мою это 4. 14. 1 плюс 4 получится 5. 4. И И один. еще прибавляем 1. 5. Спасибо, я не хочу. Нет, 1, 3, 4. 1 плюс. Вот, едем, короче говоря, и по пути мы решили поехать не на юг, не в Крым, а на Мальту рванем. Вот, 1 километр осталось. Здорово. Трамвай стоит. Так, тут что-то дорожка-то не айс. Ир, при чем с ним? Простите меня. Толя, братан, как же так? Это не автобус, Кира, это трамвай. Ты чё? Я тебя люблю такой, какой ты есть. Я тебя. Нельзя так резко на диету садиться, это стресс. Время час ночи. Вот мы подъехали к гостинице кафе Очаг. Ну, номер 2000 рублей стоит. Сейчас Юля сходит, посмотрит номер. Понравится, не понравится. Если понравится, то мы здесь остановимся. Ну, номер по сравнению с предыдущими дороговасто, как бы 2000. Хотя как дороговасто, это в принципе нормально. Вот. Ехали и чуть-чуть не доехали до города Зима.
Ну как чуть-чуть, надо будет посмотреть. Ну, ночью ехать смысла я не вижу, потому что проезжаем мало, напряжение на глаза большое, хоть свет и хороший, хоть вроде все видно, но движение вроде да не такое. Но ночью мне не нравится, что очень много гонщиков. Он едет 130-150 сзади, не совсем камильфо. В общем, как-то вот так дела обстоят. Сейчас оценим. Да, скорее всего, по-любому, наверное, здесь останемся. Вот. Поднимемся, я еще оттуда сниму что-нибудь.